이거 챙김돼서. Keşke yetip yaptı da. O sağda trafik etti. Новый, еще недостроенный дом пенсионерки Кимсан Маманазаровой теперь нуждается в ремонте. И косметически тут уже не поможет, рассказывает она. Требуется капитальный. Из-за сошедших селевых потоков подвал за считанные минуты заполнился водой. Теперь, переживает пожилая женщина, стены начнут разрушаться, появится сырость. Пока пенсионерка с дочерьми-инвалидами живет во времянке. Строение тоже в аварийном состоянии. Большой поток воды нахлынул неожиданно. Я пыталась загородить ворота, но вода все равно попала в подвал. Как видите, подвал затоплен полностью. Не знаю, что теперь будет. Столько средств ушло на строительство этого дома. Мы мечтали в этом году справить новоселье. Видимо, не судьба. Надо его ремонтировать, а денег у нас уже нет. В зоне схода селевых потоков оказались 17 домов. У большинства сельчан пострадали хозпостройки, дворы и огороды. Эти два дома уже непригодны для жилья. И без заключения специалистов видно, что теперь дома придется сносить, говорят местные жители. В одном из них жил Хамидулло Кенджеев с семьей. У него 7 детей. Буквально несколько часов назад ему пришлось переехать к соседям. Своих детей 4, 3 брата, они под моим попечительством. Сам я фермер, и без того жить было тяжело. Теперь эта беда свалилась на нашу голову. Главное, нам удалось вовремя эвакуировать детей. Слава богу, все живы. Но в дом заходить опасно. Его теперь нужно заново строить, поэтому прошу помочь мне. Кстати, ливень тут шел примерно полчаса. Но так как село расположено у подножия горы, водный поток со скоростью ринулся по наклонной. За считанные минуты затопил дороги, дворовые участки и дома. Из социальных объектов грязевые потоки затопили двор детского сада и школы. Проезд в селе был временно заблокирован. Для расчистки привлекли спецтехнику и грейдер. Мы не думали, что и нас коснется стихия. Это еще хорошо, на балансе сельской управы была необходимая техника. Ее мы использовали для расчистки дорог. Помогли сельчанам. Теперь осталось расчистить двор и школы, территорию садика. Пока видно, что 2 дома пришли в аварийное состояние. Мы поможем с привлечением спонсоров. Будем восстанавливать дома. Между тем, синоптики сообщают, что дождливая погода на юге страны сохранится до конца недели и просят жителей соблюдать бдительность. Гульжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.